Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Уже принят соответствующий закон. В Якутии многодетные семьи смогут получить денежную выплату вместо земельного участка. Новый стационарный рентгенаппарат взамен старому. Чурапчинская центральная больница пополнила свою материальную техническую базу. Окунуть школьников в настоящую кухню кино. В селе Чапаево Хангаласского Улуса состоялся детский фестиваль короткометражных фильмов «Киномания». Сегодня, 16 ноября, рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Якутия», следовавшие из Москвы и Санкт-Петербурга в Якутск, совершили вынужденную посадку в аэропорту Нерюнгри до улучшения погодных условий. Как объяснили в Министерстве транспорта республика, это связано с ухудшением видимости на взлетно-посадочной полосе из-за тумана. Вместе с тем задержаны запланированные на сегодня рейсы по маршруту Якутск-Москва. Оперативное оповещение пассажиров проводится посредством СМС-рассылки. Также предоставляется питание и проживание в гостинице. Завершилось 40-е пленарное заседание депутатов Государственного собрания Илтумен Республики. Народные избранники рассмотрели более 30 вопросов из повестки дня. Особо важными из них являются 3 – о внесении изменений в Конституцию Республики и приведении в соответствии с основным законом Российской Федерации. Также вопросы, касающиеся новой схемы избирательных округов по выборам народных депутатов. Из-за оттока населения из арктических улусов и прироста в столице на следующих выборах в некоторых арктических районах депутат будет представлять 5 муниципалитетов, а в Якутске вместо 9 одномандатников будет избрано 11 депутатов по одномандатному округу. И третий важный вопрос касался корректировки бюджета республики. Доходы увеличиваются, в основном за счет дотации из федерального бюджета. Ну и, конечно же, у нас есть некоторые поступления от крупных налогоплательщиков, которые мы должны учесть. Это позволяет нам сохранять все социальные выплаты в республике и завершать 2020-2022 год достаточно с хорошими результатами. Все те запланированные расходы государственного бюджета на 2022 год, они будут выполнены. В Якутии многодетные семьи смогут получить денежную выплату вместо земельного участка. Принят закон, позволяющий со следующего года многодетным семьям получить денежную выплату вместо участка. Об этом сообщает Минтруда Республики. Семьям с 3 и более детьми будет предоставляться 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на улучшение жилищных условий, погашение ипотечного кредита, приобретение или строительство жилья. Порядок и условия предоставления единовременной выплаты будут устанавливаться решением регионального правительства. Отмечается, что закон направлен на широкий круг получателей, не ограничен сроками реализации, не привязан к действующим материнским капиталам. А выплата может быть направлена на улучшение жилищных условий в совокупности с действующими материнскими капиталами. Сообщество «Волонтеры Саха» расширяет географию присутствия в центральном и южном регионах. В движении сообщили, что деятельность волонтерских штабов разворачивается среди якутских землячеств в городах Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Симферополь, Калининград, а также в городе Хабаровске. Ряды добровольцев объединяют около 100 якутян, живущих за пределами республики. На этой неделе волонтеры Саха оказали материальную помощь матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации из поступивших средств пожертвований. На днях получен первый гуманитарный груз из Екатеринбурга – 36 укомплектованных аптечек. В организации поставки принял участие депутат Государственной Думы Петр Амосов. Напомним, ключевыми задачами волонтеров Саха является забота о раненых в военных госпиталях, их посещение, сбор и вручение госпитальных наборов, индивидуальных заказов, приготовление домашней продукции из местного сырья, юридическое и психологическое сопровождение бойцов. Я уверен, что это решение было неправильным со стороны некоторых депутатов, но время все расставит на свои места, и мы с вами увидим в следующем году выборы по старой избирательной схеме. Это будет 20 депутатов у нас избираться будут по партийному списку, и 5 депутатов будут избираться по единому мажоритарному 5-мандатному округу.
Ежегодно Якутский медицинский колледж оканчивает более 500 студентов. Чтобы трудоустроить всех выпускников, руководство образовательного учреждения проводит распределение по медицинским организациям. Такие меры дают хороший результат. Так, по итогам прошлого года было трудоустроено 99% выпускников колледжа. Из них свыше 76% по специальности. Это является высоким показателем среди средних специальных образовательных учреждений. Выпускники медицинского колледжа всегда востребованы на рынке труда, но тем не менее потребность всегда есть, открываются новые больницы, ФАПы и новые рабочие места создаются. Особенно острая проблема стоит в северных районах, удаленных на снегах наших районов. Требуются фельдшера, медицинские сестры, медбраты. В последнее время по национальному проекту здравоохранения и федеральным программам Минздрав обеспечивает районные больницы техникой и новым оборудованием. В этом году Чурапчинская центральная больница пополнила свою материально-техническую базу КТ-аппаратом, новыми служебными машинами, а также на днях по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Приобретен новый стационарный рентгенаппарат стоимостью порядка 19 миллионов рублей, который пришел взамен старому, списанному, работавшему с 2003 года. Полностью отвечает всем требованиям, стандартам, имеет хорошее качество снимка и является полностью цифровым, что позволяет снимки сразу передавать на рабочее место врачу, который уже непосредственно сразу же может описывать и передавать уже другим врачам. Мы хотели бы поблагодарить наше правительство, наш Минздрав за реализацию этой программы. Очень приятно, что для населения это все делается, и в дальнейшем надеемся, что эта будет программа продолжена. Верхневилюйский пищевой комбинат ежедневно принимает свежее молоко с наследов улуса. Ассортимент изготавливаемых молочных продуктов заметно расширился. Автоматизированное оборудование производит большое количество сливок, творога, суарат и 6 разных видов йогурта. Сегодня в огромных цистернах готовится сироп из 60 литров воды, 150 килограммов сахара и 85 килограммов брусники. В итоге получится 250 литров готового сиропа. Для своей продукции даже пластиковые бутылки разных размеров изготавливаются прямо здесь. В день можно сделать до 2000 бутылок. В пищекомбинате закупаются школы и детские сады всего улуса. Все свое, все местное. Вот у нас парогенератор сейчас работает. Он нам выдает пар, и за счет пара мы греем. У нас и электрические есть. На электричестве можем работать, но на пару быстро. Молоко, допустим, если нам 40 приготовить, до 80 градусов его нагреть надо. Это при течение часа где-то. 500 литров обратно в течение часа уже до 80 градусов нагревается. Сейчас у нас где-то привезли литров 400 молока. Сливок будет уже 110-120 бутылок 0,5. Это получается 55 литров где-то будет у нас сливок. Елка главы Якутии в этом году пройдет в традиционном формате. Праздничные мероприятия для взрослых минимизируют в связи с ситуацией в стране. Об этом сообщил глава Якутии Асан Николаев в эфире передачи «Прямой разговор». Сейчас не то время, чтобы устраивать большие праздники на предприятиях. При этом нельзя отнимать Новый год у детей. Все новогодние мероприятия для детей состоятся. Особое внимание будет уделено детям военнослужащих, заявил глава. Напомню, что приглашение и единовременные стипендии на главный новогодний праздник учащихся ежегодно удостаиваются порядка 700 ребят со всех уголков северного региона. На базе Малой академии наук в селе Чапаево Хангаласского Улуса состоялся детский фестиваль короткометражных фильмов «Киномания». Этому фестивалю предшествовала 10-дневная образовательная программа, которая окунула школьников в настоящую кухню кино. Подробности расскажет Виолетта Засимова. Организаторами фестиваля и образовательной программы выступили Целевой фонд будущих поколений Якутии и автономная некоммерческая организация «Парк будущих поколений» при финансовой поддержке компании «Алроса». Мы с акционерной компанией «Алроса», фонд будущих поколений, начал сотрудничество с 2012 года. И в течение 10 лет построено множество социальных объектов по всей республике. И реализуется программа «Во имя будущего», где мы реализуем ряд системных проектов. Это лаборатория детства, парк будущих поколений, региональный центр поддержки и выявления детей, одаренных детей. Я очень рад, что
компания «Алроса» вкладывается в социальные проекты, в том числе вот в образовательные проекты, которые связаны с креативной индустрией, потому что я считаю, что за креативной индустрией стоит, ну, если не будущее, то одно из ключевых вот таких позиций будущих Якутии. Уникальный опыт съемок короткого метра получили 70 учащихся 8-11 классов из разных уголков республики. Для ребят организовали мастер-классы, лекции, встречи с известными деятелями киноиндустрии, ведущими актерами театра и кино, режиссерами, продюсерами и сценаристами. Также состоялись совместные онлайн-занятия с партнерами программы Центром развития одаренных детей города Калининграда. Итогом обучения стали 7 короткометражек, которые показали на импровизированном кинофестивале. Присутствовали все необходимые для такого случая атрибуты: красная дорожка, софиты, фанфары, представление съемочной командой своего фильма, именитые кинодеятели. Показ фильмов проходил в актовом зале Малой академии наук, звук и видео в котором ни в чем не уступали профессиональному кинозалу. В принципе, даже, наверное, большие кинофестивали мы можем проводить на нашей базе. Хорошая звуковая аппаратура, да, мощная, в общем-то, позволяет вот, материально, да, полностью как бы обеспеченность по этому направлению тоже. Оценивала работы экспертное жюри под председательством Алексея Романова, художественного руководителя компании «Сахафильм». Какой жанр выбирают участники? То есть каких жанров представлены вот эти работы? Но я понял, что в основном ребята выбирают как бы психологического плана работы, как бы сказать, смыслы, да, и то, что они ставят такие темы, как поиск себя, поиск своего места в этой жизни и так далее. Каким бы строгим ни было жюри кинофестиваля, после просмотра самыми взыскательными к фильмам оказались сами члены съемочных бригад. Это было не совсем то, что я видела в своей голове, но так как это наш первый опыт, никто из нас тут не супер опытен, все впервые это делают, было очень, в принципе, хорошо для первого раза. Я могла бы сыграть получше, но это мой первый опыт. Надеюсь, в дальнейшем я буду еще сильнее развиваться. Вот. Но все равно опыт какой-то вот этого. Опыт есть, опыт, чувствую то, что я стала немного раскрепощенной, вот, могу участвовать в таких мероприятиях. В итоге главный приз детского фестиваля короткометражных фильмов «Киномания» завоевала картина на якутском языке «Кересь Харысхал». Съемочная группа «Победитель» получила возможность участвовать в аналогичном фестивале, но республиканского уровня, а также возможность бесплатно пройти мастер-классы по кинонаправлению. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. На этом у нас вся информация, но мы продолжаем следить за новостями. Оставайтесь с нами.